Спектакль «Легенда гор» поставлен по мотивам осетинских народных сказаний. Остросюжетная линия постановки в инсценировке режиссера-постановщика Амзора Баракова в сочетании с яркими характерами, полными национального колорита, держит зрителя в интриге до конца представления. Особенность постановки заключается в том, что она сопровождается осетинскими народными мелодиями. Актеры театра передали образы героев через планшетные куклы, каждую из которых ведут по 2 актера. Это вот у нас мама главной героини. Управляем вдвоем, потому что это новый такой прием у нас в театре. Ну, вот этот персонаж – это женщина, которая потеряла сыновей, потеряла мужа. Это все сделала, в общем, колдунья. И вот она ослепла после таких потрясений. И сейчас у нее осталась только дочь. И для нее это самое важное в ее жизни теперь. Постановка заставила зрителей переживать за главных героев истории, которым, как в любой хорошей сказке, предстоит смело бросить вызов коварству и злу. Согласно сюжету, храбрый джигит Ацамаз должен избавить родной аул от проклятия злой колдуньи. Да я наслала на всю твою страну гала! Рано смеешься, ведьма! Как ни старайся, не вырвать тебе надежды! В спектакле задействовано порядка 20 человек. Это не только актеры, но и световики-постановщики. Роль одного из отрицательных героев великана исполнял актер театра Григорий Гапузов. Он признается, что в силу разных обстоятельств ему часто приходится играть отрицательных героев. Но, по словам Григория, вжиться в образы ему не составляет никакого труда. Ну, так сложилось, видимо, из-за роста или благодаря чему я постоянно играю вот такие характерные роли. То есть мне дают роли вот каких-то постоянно, ну, злодеев, каких-то вот таких вот. Поэтому как бы, ну, в эту роль, конкретно в эту роль мне было вжиться не сложно уже. Но то есть это уже не первая роль, где я играю злодея. История самого театра Саби очень богата. Открыт он был еще в 40-е годы прошлого столетия. За это время пережил много трудностей. Не раз практически полностью менялся актерский состав. Сегодня в театре играет немало народных артистов Осетии. Ежегодно труппа театра выезжает на гастроли. Более того, театр проводит благотворительные показы. В Абхазии осетинские актеры находятся уже неделю. Абхазский зритель, в основном это школьники, очень тепло приняли актеров. Они сопереживали героям и с интересом смотрели постановку. Ярким свидетельством тому является атмосфера во время игры актеров. Поднимайся, слуга мой верный! Убей его! Как не убить? На тебе! То, что сегодня мы пропагандируем среди нашего детского населения, хотели бы, чтобы и дети Абхазии тоже посмотрели этот спектакль. Очень тепло нас принял абхазский зритель. Дети просто чудесные, очень внимательно и тихо смотрят спектакль, что, честно говоря, очень важно, потому что, ну, впрочем, наверное, дети везде одинаковые, бывают и шумные, но с очень большим интересом нас смотрели. Как и в предыдущие дни, зрительский зал был переполнен. Во время спектакля дети не могли скрывать эмоции и порой выкрикивали и даже вскакивали со своих мест. А после показа живо делились впечатлениями между собой. Отрадно, что для каждого ребенка смысл, на первый взгляд, не совсем простой постановки оказался понят правильно. В этом спектакле я понял то, что даже вот главный герой, который он спасал ради своей любви, он даже спасал незнакомого человека. Даже если человек тебе не знаком, надо помочь другим. Мне очень понравился спектакль, потому что добро всегда побеждает зло. Больше всего мне понравилась Алана. Она очень хорошо играла, она очень была красивой. Мне она очень сильно понравилась. Этот спектакль как настоящий. Из спектакля я поняла, что добрые дела, добрые люди всегда побеждают зло.
Как и в каждой доброй сказке, конец истории оказался жизнеутверждающим. Злая колдунья повержена, и родной аул избавлен от ее проклятия. Эта история – еще одно доказательство того, что добро всегда побеждает. Царец мэр Роберт Ломио, Абхазское телевидение.